В эфире программа «Новости IT». Здравствуйте. Эксперты назвали самую популярную у россиян модель iPhone в 2020 году. Ничего удивительного не произошло. Это iPhone 11 без приставок Pro и Pro Max. Чаще всего пользователи онлайн-сервисов переходили на предложение этой модели в конфигурациях 64 и 128 гигабайт. Второй по популярности моделью стал iPhone 10R, а третий iPhone 11 Pro. В целом, по данным аналитиков, летом 2020-го количество проданных iPhone в России увеличилось на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общая доля на рынке смартфонов составила 10% в натуральном выражении и 22% в денежном. Apple показала iPhone 12. Разъем Type-C и экранов 120 или хотя бы в 90 Гц в этом году не завезли, а вот 5G сети смартфон теперь поддерживает. Apple представила новый iPhone. iPhone 12, iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro станут первыми продуктами компании с поддержкой сетей 5G. Каждое десятилетие появляется технология, которая меняет представление о том, что мы можем сделать с нашими телефонами. Новое поколение уже здесь. Сегодня начинается новая эра. Сегодня мы приносим 5G на iPhone. Компания из Купертино далеко не первая на рынке взялась за эту технологию. Многие устройства на Android, например, разработанные корейцами из Samsung, уже давно поддерживают эти сети. iPhone стал более тонким и легким и обзавелся OLED-дисплеем со сверхпрочным стеклом Ceramic Shield. Кроме того, внутри стоит более быстрый и мощный процессор. Из коробок с новыми телефонами исчезнут зарядки и наушники. Apple теперь будет класть лишь провод USB-C. Сделано это, как объясняют в компании, ради заботы об окружающей среде. В России за самую дешевую модель попросят 69 990 рублей, а самая дорогая начинается от почти 110 тысяч. Переходом в онлайн и стриминговые сервисы занялся такой гигант, как Disney. Для этого компания проведет реструктуризацию. Команды, занимающиеся фильмами, сериалами и подразделения, работающие с рекламой и продажами, теперь будут отдельными подразделениями. Walt Disney объявил о реструктуризации своего медиабизнеса. Теперь гигант индустрии развлечений сконцентрируется на своем стриминговом сервисе Disney+. По планам руководства компания будет разделена на два глобальных направления. Одно займется контентом и также будет разделено на части. Вместе объединят студии, которые занимаются съемками фильмов и сериалов, а это, помимо прочих, и Pixar, и Marvel, и Lucasfilm. Отдельно будет функционировать кабельное ТВ, например, National Geographic, и телеканалы под брендом Disney. Ну и, наконец, еще одна команда займется спортивными продуктами. Эти три кита отвечают за креативную часть. Вторым глобальным подразделением станет дистрибьюция, реклама и продажа контента. Таким образом, одни будут производить продукт как для онлайн-сервиса Disney, так и для традиционных платформ, а другие решать, в каком формате фильмы и сериалы увидят свет. Компания отчиталась об успехе своего стримингового сайта. Им удалось привлечь более 100 миллионов клиентов по всему миру. Главный конкурент, Netflix, может похвастаться 193 миллионами зрителей, но к этому результату он шел последние 13 лет. Росстат, Федеральная налоговая служба и Федеральное казначейство стали лидерами по объему расходов на информационные технологии за первую половину этого года. Росстат на эти цели потратил чуть более 8 миллиардов, а ФНС и Федеральное казначейство по 7 с копейками. При этом в рейтинге учтены не только расходы на информационные технологии, учитываемые в официальной статистике, но и те средства, которые идут на информатизацию и цифровизацию через субсидии подведомственным учреждениям. Лидером по доле расходов на информационные технологии в бюджете также стал Росстат – 23,5%. Якутяне стали чаще пользоваться электронными услугами и сервисами. Одним из лидеров стал государственно-муниципальный портал e-yakutia.ru. Всего в единой системе идентификации и аутентификации зарегистрировано 89% жителей региона. Это более 865 тысяч человек. Выросло и количество поданных заявлений, в среднем в 3-4 раза. Если в цифрах в первом квартале было 8,5 тысяч, во втором 27,5 и в третьем уже 35,5 тысяч заявлений. Ведроид продолжают привлекать в учреждения для проведения автоматизированной обработки помещений. Теперь робот-уборщик, а ныне и робот-дезинфектор трудится в перинатальном центре.
Масса 40 килограммов, имеет на себе 2 УФ-рециркулятора для обеззараживания воздуха в больнице на первом этаже. Способен работать на одном заряде батареи 3 часа и очищать воздух на площади до 2000 квадратных метров. Что немаловажно, применяется в присутствии людей. УФ-лампы закрыты в металлическом корпусе с вентилятором. Воздух из помещений засасывается вентилятором в корпус, где идет вдоль УФ-ламп и уже после очищенный попадает в помещение. Сегодня знакомимся с проектом из Владивостока. Роман Бабеев, участник акселерационной программы B8, создал Айгер – конструктор сайтов с искусственным интеллектом. По статистике, 1 миллион предпринимателей в России имеют проблемы с привлечением клиентов через интернет, потому что не имеют навыков интернет-маркетолога. В стандартных конструкторах, таких как Wix и Tilda, нужно самому выбирать шаблон и блоки на разрабатываемом сайте, что не гарантирует его маркетинговую эффективность. Конструктор сайтов с искусственным интеллектом задает вопросы не про шаблон сайта, а про бизнес предпринимателя и сам генерирует наиболее продающую структуру. Подбирает подрядчика для настройки рекламы, прогнозирует количество и стоимость привлекаемых клиентов. Кроме того, из конструктора легко найти подрядчика для настройки рекламы, чтобы быстро начать получать клиентов через интернет. Проект получил много наград. Это и грант Бортника, и главный приз стартап-экспедиции, и конкурса «Приморский старт», а также с 2019 года «Резидент Сколково». Ну а теперь во что же можно будет поиграть в ближайшее время? Как показывают опросы и комментарии в интернете, у многих в числе любимых игр остаются тактические стратегии или РПГ. Например, Герои Меча и Магии 3, Warcraft 3, Diablo 3 и так далее. Скоро в их число может войти новый проект Neocore Games. Из-под их пера вышла Warhammer 40 000. Спустя несколько лет разработчики возвращаются к теме легендарного короля и готовятся выпустить King Arthur Knight Style, что в переводе «Король Артур. Рыцарская сказка». Neocore Games обещают переосмысление классической мифологии с мрачным фэнтезийным миром и неожиданным взглядом на традиционные сказания о рыцарях. Жанр — смесь РПГ и тактики с пошаговыми боями. Вы управляете небольшой группой персонажей, прокачиваете и снаряжаете их. Есть и глобальная карта, и замок Камелот, где можно, например, улучшать постройки, отправлять своих героев на отдых, чтобы они избавились от дебафов. У каждого персонажа свой характер, а их преданность меняется в зависимости от ваших решений. Не исключено, что кто-то покинет круглый стол и восстанет против вас. Авторы обещают свыше 30 героев 5 различных классов, но нужна осторожность. Смерть в игре необратима. Сейчас игра вышла на Кикстартере, где просит почти $150 000 США до 12 ноября. Релиз же намечен на первый квартал 2021 года. Платформы ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. И на этом все. Повтор программы, как всегда, смотрите на YouTube-канале Якутия24, а также в Instagram-аккаунте yak24.ru. До встречи через неделю и всего доброго!